Многодетная мама кардинально поменяла свою профессию и теперь успевает абсолютно все. Воспитывать детей, вести собственный бизнес, а также воплощать свои творческие идеи. Иногда кажется, что такое бывает только в кино, но истории реальных таких героинь хватит на несколько автобиографичных фильмов. Всем привет! Меня зовут Полина Долинская, и эта программа «Испытала на себе». Сегодня в рамках этого проекта мы посетим проект «Мама-предприниматель». Будьте с нами в течение всего эфира, и мы узнаем много нового. Испытано на себе. Обучение проводится один раз в год очно. В течение 5 дней участницы проходят 40 часов интенсивного курса по основам предпринимательства с опытными тренерами. Приглашенные специалисты рассказывают о правовых основах ведения бизнеса, как его развивать, планировать время для работы и семьи и многое другое. В течение всех дней обучения участницы постепенно идут к оформлению собственного бизнес-проекта. В последний день презентуют его и защищают перед экспертным жюри. По итогам победительница получает приз «Стартовый капитал». Это международная игра, которая прямо игралась во всех странах. Да? Значит, ее придумали великие люди, которые не только бизнес-модели создают, но и создают еще психологическую картину и так далее. Мы в нее обучались прямо ведению этой игры аж 2 недели. Это да. корпорация малого из тренинга предпринимательства учила, значит, Министерство экономического развития. И сертификацию проходили всяко разное, в общем, да? Значит, игру мы проводим уже давно, апробировали во всех уровнях населения, значит, да? И мы сейчас будем играть в нее, получается, да? Если вы ее хорошо поймете, ваш бизнес-процесс прямо 100%. Да. Обещаю. Проект создан специально для женщин, которым важно совмещать заботу о семье, а также личную самореализацию. Все, что для этого нужно быть многодетной мамой или мамой, которая сейчас находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Обучение проходит абсолютно бесплатно, и знания бизнеса и предпринимательства здесь не обязательно, потому что вот такие крутые коучи, они всему вас научат. Испытано на себе. Это командная игра. И я буду ходить по залу, присматриваться, кто что делает, кто нарушает правила, кто нет, и штрафовать вас за это. Ваша задача основная, конечно же, заработать как можно больше денег. Сайнара Анатольевна, те деньги, условные единицы, которые девушки зарабатывают уже 3-й день, они наверняка будут суммироваться, да? Или нет? Будут сейчас, суммироваться? да, сейчас, которые заработают. Сейчас я расскажу, да? Значит, наша задача сейчас, у вас же компания есть, которая называется уже команда, компания, да? Значит, теперь определяем, да, раз название есть, определяем капитана команды, да, генеральный директор команды. Найдите его. Меня сразу назначили генеральным директором. Чтобы вы понимали, друзья, я генеральный директор профессиональной фотостудии «Радуга света». «Радуга света» – там, где Полина, там красиво. Капитан команды подходит. Значит, смотрите, мы живем по схеме. Вот эта схема у вас там нарисована, да? Покупка есть, да? Есть покупки. Каждой компании будет давать одинаковое количество. Это $500. $500. Вот сырье. Он стоит $50. Сырье. В день, когда покупка, да, в магазине, один человек, только один человек, который не капитан, никто, вы определяете одного закупщика у себя в компании. Закупщик бежит и покупает сырье за $50. Сколько штук это вы говорите, сколько его будет. Потом вторник наступает. Только во вторник можете делать вот эту шляпку. Смотрите, шляпка. Все изготавливаете одинаковую шляпку. Вот такой. Вот снаружи оно должно быть. Вот снаружи, значит, теперь вот так делаешь, и получается у нас цилиндр.
вот так бросает этот магазин, если не разваливается, в среду. Что? В среду, не знаю. В среду, да? В Да, среду. да. Только продажа. Магазин берет в среду по 100 рублей, по 100 долларов уже. Если она не разваливается. Ага, если она не разваливается. то есть не можно развалилась, несколько- это брак. Приобрести за 500 50, да. и продать в среду можно будет уже по 100. Да. За 50 сырье, вторник делаете вот это, и за 100 уже продаете. Доход у вас 50. 50. Ага. Значит, четверг у вас иногда работает черный рынок. Черный рынок есть, да? Раз человек, это мы берем кидает? тут брак. Кто кидает? Кто-то из Цены разные, участников? кто-то из участников приходит и учит. Иногда платит, иногда не платит. Тут мошенники могут. Заплатят полностью к концу Концу месяца. месяца. Это что значит? Это значит, в конце месяца вы получите деньги за сырье. Ну, за шляпку. То есть товар мы отдаем, и только к концу месяца мы Да, получим. получите, сразу не получаете. А если списать, значит, вы попали к мошенникам, деньги не получите. Шляпку забрали. Понятно, да? А, вот эти 100 долларов, которые мы получили, мы можем их или получить позже, или вообще не получить, Да. или только половину. Да. Это черный рынок. То есть в среду мы только предоставляем товар. Да, товар. Значит, теперь каждый понедельник, вторник, среда, четверг будет время ограничено. Минута, если успеваете, иногда 15 секунд, иногда 30 секунд. Успеете сдать, успеваете, не успеете, не успеваете. Поняли, да? Ага, иногда будет пандемия, иногда заболевания. Станки, значит, это люди ваши, работники, они могут заболеть или работать, или ослепнуть, 5-10. Много чего происходит. А в пятницу? В пятницу, только в пятницу имеете право планировать. Сколько закупать, Сколько закупать, сколько сделать, да. сколько продать. Да. причем надо. Совещание директора по пятницам. Значит, в субботу вы должны обязательно покупать в магазине Майка. Вот есть супермаркет Майка. И все. Идете вот так, отрываете. Кто это делает? Генеральный директор? Нет, это тот, который другой шопоголик у вас должен быть один. Который Вот сюда клеит, который тратит. А зачем это То нужно? есть с Это выручки мы обязательно. потом можем приобрести Сколько, какие-то товары. какую сумму мы должны, на какую сумму мы должны приобрести? На любую сумму? На какой То посчитаете? есть а если не потратишь? Штраф. Это Сколько надо? Да, Одну если- надо все равно купить, да? Да, одно что-то надо купить. Да, значит, если вы эти циклы не выполняете, полиция приходит, и у нее пачка денег. Этого есть. Штрафов. Она вручает эти штрафы вот так, да? И штрафы разные. Иногда... вот Сегодня такие очень жаркий день, а вам Если, пришлось много например, работать. не Порадуйте себя, вовремя купив себе вложился, что-нибудь да, например. приятное Да. в супермаркете Майка. Но это Если не вы- похоже на штраф, это приятно. Да, но вы потратились зато в супермаркет. А наша задача заработать больше денег. Да, а ваша задача заработать больше денег, а моя задача, чтобы вы не заработали. Нет, одну минуточку, можно уточнить? То есть на все вот эти вот 6 дней, на 6 вот этих действий дается по минуте? Иногда минута, иногда это. Как Смотрите. ведущий говорит. Испытано на себе. У нас есть 7 дней в неделю, понимаете, да? На каждый день у нас будет одно действие. Будет около 500 бумажечек. Одно сырье, дополнительная бумажка, из которой мы будем делать шляпки, стоит 50. 50 денег, так скажем. В общем, кто из вас... Вы будете заниматься закупками или бухгалтерией? Бухгалтерия. Кто из вас будет заниматься закупками? Хорошо. А мы тогда с вами, наверное, будем... да мы все, наверное, попробуем делать изготовление товара. Да. Нам будет даваться вот примерно такого размера бумажечки. У вас есть сейчас какая-нибудь бумажка? Чтобы я показала вам, мы должны будем делать шляпки. Наша задача... Вот. Это наша сумма. Так, где-то здесь фиксировать. Так, мы будем покупать на эти деньги, которые нам даются в магазине, вот такое сырье. Оно будет примерно такого размера. Оно стоит 50 таких денег. После того, как мы их получили, мы должны сделать товар. Товаром у нас будут шляпки. Делаются они следующим образом.
получаются такие вот, как это называется эта шляпа? Конусообразная шляпка вот такая. Да? Мы это делаем во вторник. Из того материала, который покупаем в понедельник. В понедельник покупаем, вторник делаем. Да, на каждый день недели нам определенное количество времени дается. Минута или меньше, может быть больше. В среду мы будем должны наш товар, который изготовили, продать, отнести также в магазин. Они будут его фиксировать, смотреть, проверять. Вот, видите, он распался, значит, обраковывая все это выкинут. Если же она выдержит, ее приобретают. Покупают ее у нас за 100 денег. В четверг за 50. За 50 покупаем, за 100 продаем. В четверг у нас фартовый день, там нужно будет кинуть кости, что нам выпадет, то нам выпадет. Если мы нарвемся на каких-то мошенников, у нас может сгореть вся сумма. Да. Либо, может быть, наоборот, нам как бы выплатят ее, ну, попозже, там, в конце месяца. В пятницу мы будем подводить итоги, делать планирование на следующую неделю. В субботу кто-то из нас должен будет взять эти оставшиеся денежки и пойти купить что-нибудь для нашей организации. На каждой неделе у нас будет там, мы будем их отмечать. Что, кого мы купили. Да. Уважаемые коллеги, команда готовы? Обратите Всем все внимание, понятно? что Так, вы закупщик. молодцы. Значит, приготовились. Начнем с 5. По 500 долларов взяли? Ага, хорошо. И наступает у нас долгожданный понедельник, открывается супермагазин. И покупать магазин, вот он магазин, перед вами магазин. Значит, компания покупает, ничего не делают, пока, потому что опять ничего не делают. Да. Ничего не делают, но только во вторник мы что-то делаем. Вторник! Станки начинают работать, они работают, делают супер шляпки. Самые хорошие шляпки. У нас в стране хорошие фабрики работают. Фабрики делают шляпки уникальные. Цилиндры самые красивые, самые такие круглые и прямые. Они не разваливаются и хорошо работают. Значит, все компании у нас в стране любят делать хорошие шляпки. И среда! Открывается магазин. Салли принимает шляпки. Принимает шляпки. Шляпки сдаются, шляпки классно сдаются. Так, почему только по одному человеку из компании, если 2 человека осталось, значит, сразу штрафуют. Да, по одному человеку даете материал. Так. Готовую продукцию. Вторник, обед наступил у нас. Так, давайте запишем. Наступает вечер среды. 10 штук, Вечер продажа среды, время заканчивается. плюс 500. И закрывается у нас магазин. Кто не успел, тот не успел. Все, наступил четверг. Иди брось Кто не кости. успел, кто не успел. Иди брось кости. Четверг. Дай. Четверг у нас работает черный рынок. Черный рынок. Испытайте на черном рынке свою судьбу. Черный рынок берет по 100. Бросайте в бумер. У нашего банка, у нашей компании акции 5000 долларов дает. А ты кинула, Костя? Полиция, Что вышло? Там много заданий. Нам сказали, что за шляпу заплатят только половину. Когда? На этой неделе, В значит? четверг. В четверг. Кто не Значит, что нам нужно? Кто не планирует? Значит, нам в этот день. Нам нужно покупать, значит, меньше. Мгм. Да, тогда у нас, вот, мы же, если покупаем за 50 и продаем, можно и даже вообще не надо покупать, потому что идет к нулю. И получается, поскольку мы Работает супер. увеличили нашу прибыль, x2, да? Да, 2 раза. Увеличили x2 прибыль. Так, магазин Со работает. следующей недели что мы сделаем? Мы повторим ту же самую схему на ту же сумму. Магазин Но закрывается когда у мы нас. будем продавать, Или нам вложим Вечер больше. субботы.
Окей. Спортом занимаются все компании. Испытано на себе. Понедельник у нас. Обед наступил. Да, дорогие предприниматели, бизнесмены. Так. Ой, по одной отдали. Получается. Две? На тренинге прокачивают навыки от и до. Есть возможность применить новые знания сразу на примере собственного проекта. У всех женщин разные направления бизнеса, разные вопросы и свои сложности. Тренеры работали с каждым участником индивидуально. На время обучения всем участницам пришлось оторваться от семьи, работы и приехать на интенсивный курс. Очень важно собрать будущих бизнес-леди вместе, в группу единомышленников. Нужного эффекта и мотивации добиться онлайн практически невозможно. В чем была выигрышность или проигрышный вариант его стратегии. Какие были сделаны находки и ошибки. Это очень и очень важно. За обе игры? Да, конечно. Нет, нам продолжать нельзя. За второй месяц нельзя. Что? В смысле? А у нас сырье осталось? Сырье осталось? Сколько? Испытано на себе. Первой ошибкой, которая самое главное бросается в глаза после уже проведенных 2 игр, это то, что когда тебе предлагают кредит, если в нем нет острой необходимости, не надо заходить вот в эту яму и закапывать себя для того, чтобы потом отдавать деньги впустую, не имея начального какого-то дохода. Поэтому, если посмотреть, то у нас доходы и расходы, они были практически равные. То есть вот из-за такой вот глупой ошибки. Вторая ошибка, которая была, это бессмысленные траты. Если есть, значит, надо обязательно купить. Надо действительно думать, есть ли необходимость в тех или иных продуктах или товарах. То есть, если есть необходимость только в продуктовой корзине, а также одежде, то почему бы не вложиться в нее, тем более, что делать маленькие покупки, но каждую неделю. На протяжении второй игры, во-первых, вообще за все обе игры было показано о том, что можно договориться, даже первый раз видя друг друга в команде, мало знакомых людей, можно договориться, если ты делаешь одну общую цель, главное эту общую цель понять и ей проникнуться. Вот это мне тоже очень понравилось, это очень круто. На вторую игру мы, конечно же, значительно выросли в своих доходах, уменьшили расходы, и при этом у нас есть как бы некоторая замороженная сумма, что касается сырья, которая потом в последующем будет реализована. Вывод, который я хочу сделать из всего этого, конечно, корпоративные вечеринки – это круто, это объединяет, это хорошо, но надо как-то через раз, а не каждую неделю. Все, спасибо. Испытано на себе. Наталья Альбертовна, расскажите, вот откуда возникла такая идея создания именно такого проекта? Как часто он будет проходить в нашем городе в течение года? Сколько раз многодетные мамочки в декрете смогут поучаствовать и многому научиться? Вы знаете, этот проект реализуется впервые в России. Инициатором является Республика Саха-Якутия и непосредственно Центр «Мой бизнес». Мы вышли с этим предложением на наше курирующее министерство, и наш министр Тимур Юрьевич Ханды поддержал этот проект. И вот впервые в России он стартует. Мы постараемся осветить его со всех сторон и благодаря вам в частности рассказать на всю Россию о результатах. И если он будет удачным, то постараемся его тиражировать и в другие регионы. Ну а мы, конечно, его придумали благодаря тому, что этот год был объявлен у нас годом матери. Ну и, конечно, на встречу юбилейной дате «Я СССР», столетию. Поэтому вот такой проект возник. Мы знаем, что в Республике Саха-Якутия очень большое количество многодетных семей. Вот, и очень многие из них пытаются сделать свой бизнес семейным. Поэтому мы решили помочь и в течение недели просто
прокачиваем, разрабатываем проекты, и в эту пятницу будем их защищать. То есть каждая семья будет иметь возможность представить результаты того, что сделали за неделю. А в чем вот этот вот парадокс? Вот по себе знаю, с первым ребенком ты не успеваешь абсолютно ничего, даже вот как где стоял, там и поспал, поесть там уже можно об этом забыть. Но тут многодетные мамочки, иногда это бывают погодки, их бывает трое, их бывает четверо, так они еще умудряются строить при этом бизнес и при этом еще следить за детьми, за собой, потрясающе выглядеть и еще и вдохновлять своего супруга. Вы знаете, вот та игра, на которой сегодня мы все были участниками, она как раз и продемонстрировала ответ на этот вопрос воочию. Главное – иметь хорошую слаженную команду и уметь грамотно распределять обязанности в семье, так же, как и в бизнесе. То есть мы сейчас делаем перенос тех умений, которые есть у человека относительно построения своей семьи многодетной на бизнес. То есть вы слышали, какие выводы делают в этой формирующей игре девушки. Это умение грамотно подойти к распределению ролей, уметь договориться с каждым членом твоей команды и наличие общей цели. То есть это в основном главная формулировка строить свой бизнес как с каждым членом семьи, а не как с партнером, сотрудником, наемным работником. Ну, то есть получается, да, что перенос тех навыков, которые у тебя есть в построении семьи своей собственной, многодетная мама, многодетный папа, это особое умение, да, это особое искусство. И вот мы теперь хотим перенести это все в бизнес. Я думаю, что у многих именно это и получится. Вы знаете, друзья, по своему опыту скажу, что это действительно очень интересно. Ты первый раз попадаешь в незнакомую абсолютно компанию, тебе людей. То же самое практически происходит с каждым родителем, когда он становится родителем первый раз. Когда рождается у вас новый человек, вы вообще даже не знаете, каким он будет, какой у него будет характер, как вы будете с ним договариваться. И действительно работать в таких малознакомых компаниях, это как раз-таки как будто попадать в семью. Нужно, во-первых, их любить, прощать, при возможности договариваться, ну и, конечно же, учить друг друга и друг у друга учиться. Испытано на себе. На протяжении 5 дней все участницы прошли обучающие мастер-классы со спикерами, которые рассказали им, как построить бизнес с нуля, от и до. И сегодня настал самый важный, главный день. Сегодня участницы будут защищать свои бизнес-проекты. Ну и самое интересное, и самое, конечно, ожидаемое для каждой из них – это кто же получит главный приз. Пойдемте узнаем, как себя чувствуют девочки, кто из них уже защитил свои проекты, что интересного они рассказали. Девчонки, привет! Как настроение? Отлично. Кто уже успел защитить свои проекты? Все. Все, давайте по очереди узнавать. Лючия, расскажите ваш проект, чему он был посвящен. Так, мой проект про автосервис, разогрев, буксировка автомобилей в селе Булус, Намского Луса. Друзья, самое интересное то, что у Лючия, между прочим, не просто многодетная мать, у вас же 5 детей. 4, ну, значит, будет и 5. Но вы только представьте, мать 4 детей еще и придумала такой непростой бизнес. Это довольно-таки не женский вид деятельности. Вот почему именно его выбрали? Из-за актуальности в вашем населенном пункте? Или вас просто изначально тянуло всегда к автомобилям? Да, я автовладелец и водитель уже более 10 лет. И я столкнулась с такой проблемой, я переехала в деревню, и вот все начиналось с колеса. Да, я открыла шиномонтаж, потом решила расширяться и открыть автосервис, автостоянку и гостевой домик у меня в планах. Вот. Как супруг относится к такому виду деятельности? Супруг у меня по образованию тоже автомастер. Да, он меня очень поддерживает и помогает. Ну, он мой основной работник пока. Да. То есть у вас семейный бизнес? Да, семейный бизнес. У нас подрастает 10-летний сын, самый старший, и он тоже увлечен. И он тоже у вас Да. самый настоящий семейный подряд. Да. Что самое сложное было во время защиты? Во время защиты, ну, я искала поддержку. Я ждала в комиссии мужчину, но они так и не пришли. Но я не отчаялась и позвала своего. Ну, у нас курсант есть, мужчина, единственный, Петр. Я его позвала, и он меня очень поддержал. Я где-то забывала тексты, но
рассказать про что-то. Он мне это... Да, и он в виде вопросов мне об этом напоминал. Он задавал вопросы, я отвечала, и вот, да, точно, я про это не рассказала. И все, вот, как-то вот тандем у нас произошел. Я ему очень благодарна и желаю всем успехов, конечно же. Следующая наша участница Тамара. Расскажите, сколько у вас деток и какая была ваша бизнес-идея? У меня 3 детей, 2 сына, 1 дочка. У меня репетиторский центр, называется «Школьник». Находится в деловом центре «Республика», 4 этаже, 412 кабинет. Вот, уже приходите, друзья. Еще в далеком 88 году, когда мне было 14 лет, я поступила в Вилюйское педагогическое училище и получила профессию учителя начальных классов. Ну, далее я всю жизнь учусь, поэтому я выбрала такой вид деятельности. Предоставляю... Конечно. Я предоставляю образовательные услуги для населения. У меня такие продукты услуг. Это подготовка к школе, курсы начальной школы. Также есть обществоведческий курс для сдающих ОГЭ и ЕГЭ. Кстати, друзья, все мы, многие родители, даже если у вас меньше, чем 3 детей, даже если у вас есть 1 ребенок, вы знаете, что такое проблема. Перенаселенные детские сады, когда ребенок не может туда попасть, и, соответственно, воспитанием занимаются уже родители. Вот такие вот курсы, такие вот обучающие, они значительно облегчают жизнь для каждого родителя. Мы желаем вам дальнейших успехов. Теперь, Анисия, ваша очередь. Ваша бизнес-идея, сколько у вас деток? Здравствуйте, меня зовут Анисия, у меня 3 детей, старший 16, мне 38. Я занимаюсь в ногтевом сервисе уже 16 года, можно сказать, или 17 года, начала качественно именно работать, нарабатывать свою клиентскую базу 17 года. Пока занимаюсь в одной студии. И хочу масштабироваться, и с этой целью я сюда пришла и познакомилась с замечательными мамочками. И я надеюсь, что в будущем мы будем сотрудничать, общаться. Также будем... Да, это конечно. Также вы можете являться моим будущим клиентом. Так что всех зову на мою, как сказать, на мою студию на Аснейл ЕГТ. Спасибо всем за внимание. Клавдия, ваша история. Добрый день, меня зовут Клавдия, я приехала, представляю свою семью с Амгинского района в село Амга. Мы недавно запустили мини-пекарню свою для жителей села Амга, готовим свежий хлеб ежедневно, да. И я сегодня представила свой бизнес-проект. Так как мы начинающие бизнесмены, я пришла на этот проект, чтобы узнать, как платить налоги, как вести бизнес, да, потому что мы раньше были только госслужащими, и бизнес для нас это тема такая мало знакомая, да, вот. Поэтому, чтобы вести грамотно бизнес, я вот пришла и записалась на этот проект. Очень многое для себя узнала, и мы будем уже грамотно вести свой бизнес семейный. Ну, я думаю, те телезрители Амгинского района, которые нас смотрят, даже те, кто поедут туда, это же у нас очень хорошая туристическая локация по нашей республике, Да. Они теперь будут знать, в какую пекарню идти. Вкусно поесть. Да, где можно вкусно с душой поесть. Также у нас в планах открыть свою базу отдыха. У нас строится дом на берегу реки Амга. Следующим летом жду всех. И теперь ваша история. Добрый уже день, наверное, да? Добрый день. Меня зовут Максимова Степанида. У меня 4 детей. 2 старших, 2 мелких. Вот так мы их называем, потому что старшим 15 и 11, мелким 4 и 2 годика. Да. В прошлом году я участвовала в бизнес-проекте «Мама-предприниматель», но уже с другим проектом. А сейчас, в этом году, я решила принять участие в этом проекте. Как этот проект называется? «Малый бизнес для большой семьи». Именно вот представь свой семейный бизнес. У меня бизнес такой, самый примитивный, самый нужный всем многодетным мамочкам. Это... Нет! Бренд детской одежды, да. Может быть и Family Look, почему нет? Очень хорошая идея. Вот.
Ну, это, как сказать, перед комиссией я вот так вот, униформа, да. Из органических тканей, из 100% хлопка. Ну, короче, мы сейчас же в моде зеленая политика. Топим за все эко, за импортозамещение, за создание рабочих мест. Ну, чтобы в будущем, как сказать, быть полезной нашей республике, нужно открывать швейное производство. Сейчас это будет очень поддерживаться. Вот именно местное производство, именно увеличение рабочих мест. И Ну, вообще в женщине да. изначально заложено умение работать с иголкой, Да. нитками, крючком, Да. спицами. И Вот решила превратить свое хобби, как сказать, ну, высокооплачиваемый бизнес. вот именно. Спасибо. Желаю вам успехов. Спасибо. Ну и Саргалана, ваша история. Здравствуйте, меня зовут Саргалана. Я решила проект создать такой нетворкинг-клуб. Что это такое? Это будут клубные встречи раз в неделю, где мы будем приходить и развлекаться, отдыхать. Время чисто для себя. И знакомиться с новыми интересными людьми, чтобы появилось новое окружение, которое будет лояльно именно к нашему бизнесу. То есть, простыми словами, я буду заниматься сводничеством с пользой для души. Вот актуальность, да, правильно. Вот актуальность мы уже смотрим, да, вот я как-то удачно села. Здесь люди ищут друг друга. Вот кто их придет, посмотрит, да. У меня, получается, будет клиентская база. Я уже буду видеть, кто кем интересуется, и уже вместе их сводить. У меня есть такой опыт. У меня много подруг достаточно. Все из разных, там, кто одноклассница, кто однокурсница, кто единомышленница, кто одноклубница, там, в другой сфере. Я их тоже свожу по сфере интереса. Там творческие, там, пожалуйста, познакомьтесь, да. Вы игры проводите, консультируете людей, пожалуйста, познакомьтесь, пообщайтесь. Также у меня есть опыт знакомства семьи, где образовалась еще многодетная семья. 3 детей у нас. У меня у самой 4 детей. Да, и в целях чего я хотела, да, чтобы именно клуб-формат, да, вот у нас у каждого есть чувства. Есть чувства легкие, радости, да, а есть чувства грусти. Они все останавливают наше движение, не позволяют, да, там создавать что-то. Когда мы работаем с чувствами, их надо выражать. Мы будем в клубе выражать экологично свои чувства и будем создавать новое. Поэтому название Recreate, которое переводится несколькими значениями. Это восстановление сил, воссоздание, отдых. Вот все это будет в моем клубе. Всех жду. Приходите, да, приходите. Я думаю, все участницы придут. Ну, друзья, вы, наверное, сами понимаете, что в наш век цифровых технологий, когда интернет создавался для того, чтобы сделать людей ближе, он их значительно друг от друга отдалил. И вот такие вот проекты, они как раз-таки помогают снова общаться друг с другом, выходить из своей скорлупы, находить приятные, интересные, полезные знакомства. Вот видите, даже вот такие бывают бизнес-идеи. Ну, а ваша бизнес-идея какая? Меня зовут Захарова Туяра, у меня студия кастомизации. Вот на мне это роспись одежды. У меня, например, в этническом стиле. Я это делала специально на заказ на цех. Девушка, например, не хочет, она не любит, она любит спортивную одежду. Да, и не хочет вот это холода, но ей хочется именно что-то этническое на цехе. Да? И вот и для ее дочки я вот это тоже создала. Ну, это очень актуально у нас, потому что у нас праздник ИСЭХ, как мы сами можем замечать, из года в год все больше и больше людей к нему приезжают, не только гости, но и жители нашей столицы, и даже те, кто приезжают из других регионов, они все хотят попробовать примерить вот эту вот нашу якутскую национальную одежду. Я сама, если честно, большая любительница холодаев. Мне кажется, это самая женственная одежда. И кто вас поддерживает? Меня, конечно, поддерживает муж и дети. Сколько у вас деток? Общих 5. Это достойно уважения, это правда супер. Но мы желаем вам дальнейших успехов, а у нас тут даже маленькая участница, да, группа поддержки пришла? Да. Привет, тебя как зовут? Сандара. Сандара, ты маму поддерживаешь?
Да? Я вот имею свой бренд одежды якутской, но одежда у нас как бы не такая нарядная, да, а идет именно походная. Ну, на вылазку, например, да, на природу, потому что после коронавируса и во время коронавируса, да, это очень стало актуально, да, вот. И посмотрите, вот мы сотрудничаем с нашими российскими фабриками, да, именно вот лекала, именно вот проекты мы со своими дизайнерами придумываем, создаем и уже как бы ее реализовываем, да. Вот так вот, друзья, мы познакомились с участницами, которые уже защитили свои проекты. И как вы можете видеть, вообще весь проект «Малый бизнес для большой семьи» – это очень хорошая бизнес-площадка, хотя бы потому, что все участницы после того, как пройдут курсы обучения, они все превращаются в большую дружную команду. И потом уже начинают друг друга рекламировать в социальных сетях и поддерживать их в начинаниях. Ну а у нас немного сегодня другая задача. Сегодня я буду выступать в качестве спикера, который будет оценивать оставшиеся проекты. Испытано на себе. Как бы рынок внутри, я еще работала проектировщиком других компаний. Поэтому знаю их фишки, допустим, их минусы, их плюсы. Ну, как бы основные. Поэтому я думаю, что их минусы превращу в свои плюсы. Да, тоже очень хороший способ, когда ты заходишь уже в действующий бизнес, смотришь изнутри, как все работает, и потом запускаешь свой. Имея опыт. Да, имея опыт. Ну, тем более стартовое базовое образование позволяет это сделать и разобраться во всех нюансах. Спасибо большое, удачи, надеюсь, что все получится. И когда вот с дизайнерами сидишь, уже творчески становишься как бы мыслить. Да? И уже начала вот свой проект там, искать. Кем вы ведешься, да? Да. Молодец. Но это все равно нужна какая-то жилка, все равно штука. Да, вот жилка у меня почему-то изнутри прямо, потому что у меня бабушка всю жизнь торговлей занималась, мама всю жизнь торговлей занималась. И прямо мне вот так вот хотелось. Они приходят, и у меня магазин вот такой маленький же, и вот мои вещи тоже там стоят. И они хотят, почему ты делаешь только маленькие размеры? Почему ты не делаешь большие размеры? Вот на нас. Вот я даже вот сама не вылезаю. Да, нынче мы решили заказать от 48 по 54 Молодцы! Вначале я думала, задумка моя была, что буду заниматься только математикой. Потом я пришла в мой бизнес, и преподаватели стали закладывать знания, и мне... В эти самые минуты свое выступление заканчивает последний спикер с защитой своего проекта. А после этого все приглашенные члены жюри будут обсуждать, кто же станет победителем. По окончанию всего этого всех ждет интересное праздничное мероприятие с подарками, поздравлениями, ну, конечно же, чаепитием. А имя того, кто получит грант на 100 тысяч для своего стартапа, будет известно 23 сентября. Победителем проекта «Малый бизнес для большой семьи» стал участник из Татинского района Петр Белолюбский, который успешно представил проект по изготовлению натурального мороженого «Тон». Многодетный отец получил сертификат на получение гранта в размере 100 тысяч от Фонда развития предпринимательства. В планах у предпринимателя увеличение ассортимента продукции и прохождение специальной сертификации бренда «Сделано в Якутии».